Рабочая поездка на юг Башкортостана продолжается, и временно исполняющий обязанности главы республики Ради Хабиров отправился в город Кумертау. Кумертау расположен в 250 километрах от Уфы и 102 километрах от Стерлитамака. Его название происходит от башкирского Кумертау – угольная гора. Первый объект – детский технопарк «Кванталаб». Таланты – это смелость. Таланты – это про нас. Строить будущее России время выбрало нас. А это наш талисман. Добрый день, уважаемые гости. Я робот Борис. Являюсь талисманом Кванталаб Кумертау, и теперь каждый день буду встречать его юных жителей. Добро пожаловать в Кванталаб. Сейчас мы занимаемся разработкой симулятора вертолета К-32. Получается, чтобы обычные люди могли, не профессионалы, могли обучаться полету. Получается, вот мы все уже анимировали, вот сейчас, вот. Потом дальше поставим сюда вертолет и будет... И потом будете управлять, то есть, да? Да, туда садятся, то есть, получается, вот коды пишем для камеры, то есть... Программу, по сути, пишете, да? Да. Сами пишут программу. А как вас зовут? Илья. Фамилия? Ламбин. Сколько вам лет? 15. Сложно? Если разобраться, то нет. Интересно? Да. Связано с микроэлектроникой. Илья, подробнее расскажи, пожалуйста, что ты делаешь. Здравствуйте, меня зовут Илья, и в данный момент я собираю пианино. В основе лежит хай-тек конструктор матрешка, также подключена плата Arduino. С помощью проводов мы подключаем Arduino, и в итоге мы получаем то, что мы хотим. Сейчас мы будем продемонстрировать. Это мы сделали уже по инструкции, но можем подсоединить еще также другие кнопки и настроить на них звук. То есть это готовое изделие, да, уже? Да, но по желанию можно добавить еще что-то свое. И оно также будет функционировать. Молодец. Спасибо. За теми столами ребята занимаются зигзагами. Конструктор называется зигзаг. Ребята просто сами создают какие-то модели. У ребят есть свой проект. Это один из районов нашего города. Вот вы можете обратить внимание, то есть дети строят то, что хотели увидеть возле себя. Вот это район нашего парка, тоже рядом здесь сейчас находится. Вот ребята видят его именно таким. Какого парка? Ребята видят его таким. Спасибо. Здание Центра детского творчества. И здесь, в буфетной зоне, мы сегодня бы вам хотели представить наш социальный проект «Проверено детство». Это ранняя профориентация. Но это не просто экскурсия малышей на производство, это профессиональная фотосессия. Они знакомились с профессией повар-кондитер. Почему повар-кондитер? Потому что у нас в Горном колледже есть такая специальность, и вот нам студенты сегодня в том числе помогают. Да, и сегодня, вот если мы сейчас посмотрим, вот наши детишки из детского сада «Колокольчик» сегодня в такой же фотосессии участвуют. Мы эту акцию хотим запустить по всей республике. У нас создан сайт. Они, кстати, делают печенье вертолет. Ребят, готовы? Да. Это у нас самая высокая башня. Покажите, пожалуйста. Давайте сравнивать. Видно, что у первой команды она выше, но у команды номер 2 башня более такая устойчивая и более прочная. Да. Да, одно из основных таких требований к акваториуму именно работа в командах. Они распределяются, создают, творят, распределяют в команде, кто из них самый старший команды, кто-то дизайнер, кто-то техник. И вот таким образом все кванты между собой взаимодействуют тоже. Но они все с разных школ, с разных. Да, здесь они собираются, и у них команда. Да, это еще... После открытия детского технопарка нашего у нас в школах сейчас заинтересованность стала такая, что стали создаваться инженерные классы, которые конкретно занимаются своими проектами. И у нас в планах сделать в школах филиал Кванталаб. Такое помещение отделывать, приобретать оборудование необходимое, чтобы они там учились, сюда приходили, здесь уже... Тем более в отдаленных. И потом соревнования между школами делать. Правую руку, в левую руку. Надевайте шлем, чтобы вам было удобно. Снимите очки перед этим.
руки занял сначала, а потом как-то девайте. Аккуратно. Вот перед вами сейчас, мы видим то, что вы сейчас видите на огромном мониторе. Попробуйте прикоснуться к чему-либо. Эти рычаги все взаимодействуют. Симулятор настоящей котельни. Да, есть профессию уже освоили здесь сразу. Как-либо помогает студентам в их дальнейших профессиях, например, теплотехникам. Тут можно до вечера. Ох, такое ощущение, что я между труп оказался. Здорово. Ральфович, какая молодежь-то нынче, а? Вообще. Дальше по плану рабочей поездки временно исполняющего обязанности главы Башкортостана Радия Хабирова в город Кумертау Ледовый дворец Сапсан-Арена. В Ледовом дворце предусмотрены трибуны на 600 посадочных мест, тренажерный зал, 6 раздевалок, медицинский пункт. Есть возможность заниматься фигурным катанием и хоккеем. Вообще очень, вот я видел разные раздевалки. Некоторые очень богато делают, дорого. А зачем? Вот она такая рабочая история. Стандартный хорошо. Да. Железный, крепкий. Все, здесь под этим, вот баул здесь, там обувь можно, но обувь обычно нет. Здорово. Ну, вообще очень Кабинет пройдем. Спасибо. Вы с собой равняетесь в мастерстве. Добрый день, добрый день, кумертауцы. Испытываю особенных чувств, волнений, потому что с вашим замечательным городом тоже связаны многие месяцы моей молодости. Несколько раз подряд, несколько лет подряд я еще будучи студентом приезжал в Кумертау на стройотряд. Сегодня замечательный день, и я искренне разделяю с вами вашу радость. Впервые мы открываем в Кумертау замечательный Ледовый дворец. Важно то, что этот Ледовый дворец является одним из первых объектов, который мы посвящаем столетию нашей республики. Сегодня ведь большой праздник, а в праздник у нас у башкортостанцев принято приходить с подарками. Я тоже к вам сегодня пришел с подарком. Я считаю, что город очень сильно развивается, красивее, очень активный, очень молодой. И так некрасиво, что в центре города есть совсем старый заброшенный стадион. Я сегодня принял решение, что мы вам подарим стадион. Будет новый. У вас будет новый, красивый стадион, достойный этой Ледовой арены. Спасибо. Пусть Кумертау дальше развивается, цветет, чтобы наши детишки получали возможность становиться сильными, красивыми, яркими и самыми лучшими. Добрый вечер. Спасибо вам, уважаемый Олег Валерьевич. Ральфович, ну что, будем растить чемпионов? Конечно, конечно. Прям вот душа за Кумертау радуется. Они большие молодцы на самом деле. И понятно, что республика поддержала, и компания «Башнефть» здесь, понятно, все это профинансировала. И такой очень нужный, своевременный, очень хороший проект. Поэтому я сказал, мы сегодня с главой обсуждали города, потому что город развивается очень чисто, многое делается в плане благоустройства, и в центре ужасные вот эти уже разрушенные стадионы. Да. Поэтому вот мы посчитали деньги, сейчас приняли решение. Если глава быстро сделает, то уже этим летом мы можем войти в поле и, соответственно, уже начать работы по созданию нового стадиона. А по республике? Город очень спортивный. По республике даже не спрашивать. Таких стадионов нам нужно, наверное, десятка-два как минимум. Потому что они все есть. Вот сейчас у нас в Белорецке очень хорошие, большие комплексные работы делаются. Ну, потребность очень большая, люди тянутся к спорту. Это очень здорово на самом деле. Будем строить? Да, будем. Следующая встреча у многоквартирного дома по улице Энергетиков в Кумертау. Тем несколько: социальные пособия, ремонт дорог и подъездов. Чем помочь могу? Чем помочь? Мы уже вот с вашими людьми говорили здесь. Я даже писала вам позавчера, уже мне Куров ответил, все нормально, все ясно. Вот программа «Инцидент» работает, нет? Вот вы говорите, писали, отвечали вам, нет? Да, мне прям на следующий день, Юрий Владимирович, да, вчера мне прислали. Мы же тоже только начали, мы же тоже это только начали, 2 месяца работаем над этим.
Просто нас интересует вот эти благоустройства детских площадок, дворов и текущий ремонт подъездов. Много очень сделаем, много очень. Вот это новая программа. Вот я сейчас заходил, показывал подъезд, вот так не должно быть. Вы еще в нашем не были. Да. Подъезд надо было 93-го года. Подъездов у нас много. В республике 26 тысяч подъездов мы посчитали. За 6 лет мы все подъезды отремонтируем. То есть где-то по 18% каждый год. 118 в этом году 118 подъездов должны сделать. Покрасить, в короба убрать все вот эти провода, плитку, поменять окна вот эти все, потому что они все не закрываются, как правило, хорошие пластиковые поставить. Входную группу сделать и энергосберегающие лампы. Цвет, краску, как это сами будете выбирать домовыми комитетами. Поэтому уже деньги мы заложили в бюджете. Ну вот нас интересовала доля участия жильцов. Вообще, вот смотри, самый хотите, честно вам скажу? вопрос. Нет, хотите, вам честно скажу. Смысл в чем? Вот если каждый житель 5 рублей положит, он ведь не обеднеет. Ну пусть даже 20 рублей положит. Только для того, чтобы вот, причастность была, вот, чтобы вместе мы это делаем. За 6 лет, то есть до 2024 года, все подъезды отремонтировать. Причем мы сделаем конкурс, там некоторые, я видел, знаете, подъезды, там что-то Черное море рисует, еще леса рисует и так далее. Есть такое, вот люди не верят, а это есть. Ну вот у вас здесь, я вижу, вот единственное, видите, машины на детской площадке. Вот это надо огораживать. Мы хотели за счет детской площадки стояночки сделать хотя бы, машин много, в одной квартире по 2 машины даже. А люди выходят и говорят, нет. Наверное. Как нет? Не хотят. Согласна. У кого машины нет, а куда деваться? Детям же играть нужно. Это вы должны между собой. Это мы решим вопрос, да. Я понял, да, вы мы между собой все равно должны договориться. Нам ничего не стоит. Мы придем, отрежем вам, заасфальтируем. Ходила, я, можно сказать, что не было против. Потому что люди уже устали. Все равно будут. Потом, знаете, это двигают. Это нормально. Все равно это тогда, значит, недалеко двигать, хотя бы на немножко. Потом у вас вот площадка здесь есть. Тут вот можно найти. Или стоянку где-то сделать. Потому что, видите, это хорошо сейчас зима, летом. Тут же и дети, тут же и травка какая-то все затаптывает. И детям где играть-то негде. Это обязательно надо нарезать карманы и обязательно потом защищать. Вот пусть на меня, вот вам тоже говорю, жители не обижаются. Скоро мы начнем немножко наводить порядок вот в этом деле. С машинами, да. И это неправильно, когда человек паркуется вот на детской площадке, на траве, на голове только не паркуется. Да. И скорый не подъедет, и не дай бог, вот так какой пожар. И пожарный не подъедет, вообще... и скорый. А потом, дети же тут же тоже бегают. Правильно, вот найти баланс между детской площадкой и парковкой. В селе Маячный, недалеко от Кумертау, расположен маслоэкстракционный завод «Элеватор». Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров в рамках рабочей поездки отправился и на этот объект. Это собственно говоря, семечко, которое мы получаем. Это подсолнечный жир, который с маслом здесь 57%. Вот это гранулированный широп. Здесь белка 30. Это вот на корм скоту, птицы. Вот эту лузгу мы сжигаем, соответственно. Если у нас образуется там, допустим, котельная останавливается, мы его гранулируем. Это топливо. Мы долгое время с Ческов и сейчас отправляем в Евросоюз через Прибалтику. И там оно используется на электростанциях. В начале 2018 года маслоэкстракционный завод «Элеватор» вышел на достойную проектную мощность и перерабатывает более 1000 тонн подсолнечника в сутки. Это вот этот как раз жмых, а там был лаборатория. У нас их 2. Одна лаборатория сырье принимает, определяет влажность, сорность, соответственно, так сказать, некондицию. Эта лаборатория, она определяет качество масла, ее параметры. Это вот энергоблок, где сгорает лузга и образуется пар. Так. Значит, здесь генератор у вас генератор где-то. Здесь генератор. Мы получаем 4,5 мегаватта электроэнергии. А вам хватает этого? Сергей Борисович,
В какой степени мы закрываем потребности в электроэнергии собственными? Практически 100% на сегодняшний день. Сами себе? Да, 4,5 мегаватт мощность турбины. На сегодняшний день производим 3 800. Тепло воздух или Нет, тепло полностью утилизируется, полностью. Это отопление и все остальное. И то есть тепло, технология, как бы так сказать, это одна часть. Электроэнергия – это другая часть. Этот элеватор. Здесь хранится в каждой банке зерна может порядка 8 тысяч тонн. А сколько банок таких? Таких банок у нас здесь 18. Мы вместе с этим элеватором храним семечки порядка 95 тысяч тонн здесь. Это, а завод перерабатывает за месяц порядка 45 тысяч тонн. Способен. Вот. Поэтому вот это нас спасает. И вот в связи с тем, что мы производство построили, сейчас мы его должны загрузить максимально. Ни на одном заводе, вот в России я не видел, чтобы сразу 2 лаборатории принимали. Наша задача, как бы так сказать, этот процесс сделать быстрым разгрузку, для того, чтобы автомобили могли, так сказать, не стоять в очереди по 3-4 суток, как иногда бывает в других местах, вот, а чтобы они постоянно находились в движении. Вот. Ну вот такие как бы вещи мы здесь за 3 года осуществили. Радик Фарич, это предприятие является резидентом территории опережающего социально-экономического развития Кумертау. Да. У нас в Башкортостане еще один город Белебей является резидентом. Есть перспектива вот таких вот зон в дальнейшем? Есть. У нас еще 3 города находятся на стадии рассмотрения. Но вот вопрос я бы даже не в этом заключался. Вот вы знаете, вот это предприятие зашло уже на территории республики. Вот посмотрите, оно как работает. Вот как раз мы сейчас обсуждали, вот у него производство. Ему нужно теперь сырье. Это подсолнечник. Вот мы сейчас обсуждали, как бы подтянуть вот под его производство те территории, которые рядом расположены. В том числе, мы сейчас обсуждали, долго сидели, говорили про Куюргазинский район, в том числе про Ишимбайский родной мой район. Да? Потому что вот я сегодня остро почувствовал в Ишимбае, там острая нехватка, соответственно, рабочих мест. Люди хотят на местах оставаться. Там сложная ситуация. Нельзя сказать, что самые лучшие условия для выращивания подсолнечника, но тем не менее это предмет вот для изучения. И важно то, что... Ну, я откровенно могу сказать, что я очень признателен главе Кумертау, усилиями которого вот здесь вот появилось это предприятие. Это вот, не боюсь сказать, это ровно тот случай, о котором я говорю нашим главам. Когда есть инициатива, когда человек живет и болеет, появляются и рабочие места, и инвестиции. Вот Борис Владимирович это сделал. Мы ему за это очень признательны. Да. И это такой хороший, на самом деле, пример. Я хочу вот с коллегами тоже обсудить. Это же замечательно. Ну, это хорошо. Вот мы в хорошем настроении вот здесь ходим. В этом вот хорошем настроении мы завершаем А я вот программу. предлагаю, пусть вот камеры вот так вот покажут. Покажите, пожалуйста, Эдуард, поверните, покажите. Это вот обычно для понимания вот такие огни, такие масштабные производства, это когда бываешь на нефтехимзаводах. Прям вот. А это просто маслоперерабатывающий цех, по большому счету, 21 века. Поэтому вот будем стремиться, чтобы вот таких наших инвесторов поддерживать. Будем стремиться. Всё. Ну что, домой? Домой, все. Спасибо. Спасибо. Потихонечку не гнать и так далее.